Я считаю, что Родина – это звездное небо над головой, закон, царь, и потом уже в самую последнюю очередь место, где ты родился. Если же ты поставишь в первую очередь третье, то сразу последуют национальные распри, кровь и все такое. Этими строками Даура Зантари открылся видеомост «Сухум-Москва», посвященный памяти абхазского и российского писателя. На связи из Москвы друг и коллега Даура Зантари, журналист, писатель, теле- и радиоведущая Марина Москвина. Только одна встреча с ним означала какое-то необыкновенное совершенно событие в твоей жизни. Он был яркий, талантливый, удивительный, хотя совершенно он был подавлен, конечно, происходящими событиями. И я должна вам сказать, что сейчас, вот в свете того, что происходит сейчас в мире, мне кажется, он еще больше приблизился к нам. И его роман «Золотое колесо», его рассказы, его повести Ленжи Канума «Обойденное счастьем» и «Судьба Чули-Куба», особенно «Золотое колесо», стало каким-то очень важным предупреждением всему человечеству. В одной из своих статей Марина Москвина написала, что талантливейший Даур Зантари, приехавший в Москву из Абхазии, буквально на ее глазах сочинил роман «Золотое колесо». Историческое произведение с элементами магического реализма описывает краткий период новейшей истории Абхазии, предшествующий началу грузино-абхазской войны. Книга вначале была издана небольшим тиражом, а один из первых экземпляров был вручен Москвиной лично писателям. Сейчас идет работа над переизданием романа. Читав ее снова, я поняла, что, особенно когда его не стало, я поняла, что эта книга должна быть издана. И это было, конечно, с моей стороны невиданной храбростью, даже нахальством, сказать, что сейчас мы ее издадим. Кто я такая? Я такой же писатель, такой же странник, как Даур, который пристраивает свои книги, написав и не знает их судьбы. Но судьба «Золотого колеса», и сейчас мы это понимаем, я повторяю, с особенной силой, насколько это было предупреждение всему человечеству о том, что такое Родина, что такое война для нас. Марина Москвина является автором книги «Житие Даура Зантария», колхидского странника. Он был странником, Даур был странником. Марина Москвина очень точно определила жизненную и творческую сущность Даура. И вот Даур был литературным странником. Он перешел с одного языка на другой, да, с абхазского на русский, затем возвращался к абхазскому, продолжал писать на русском, потому что русский, видимо, давал ему некоторые другие возможности для литературного нарратива. Но вот идеи, образы, глубинные чувства и переживания, вот исторический бэкграунд, это, конечно, шло из абхазской стихии, из языковой, ментальной, исторической. Эпос, исторические факты, духовное и мифологическое содержание, уникальность сюжетов и мудрость – все это о произведениях Даура Зантария. Одно из них «Три свидания с домом» посвящено родному очагу писателя. Во время грузино-абхазской войны было разрушено родное село Даура Зантария Тамыш. Семейный очаг, уничтожены его рукописи, библиотека. Война забрала близких ему людей. Война – это некое действия, видимо, те, которые создали эту землю, они тоже нуждаются в устроении каких-то представлений. И подобно земным театралам, они тоже нуждаются в том, чтобы увидеть трагедию и испытать катарсис. Очень много мудренного, очень много умного можно сказать. Произошло нечто такое, которое настолько не укладывается в рамки общепринятые. Видно, что это промысел того, чья золотая пята только доступна нашему взору. Всю свою боль писатель выражал в произведениях, а оставаться в послевоенном Сухуме стало сложно. Даур Зантария уехал в Москву, но очень тосковал по родине. Все его друзья, все, кто его помнит, читают, почитатели, пока жив наш народ, абхазский народ, пока будут спорить, будут ставить спектакли, я абсолютно уверена, снимать фильмы по его произведениям,
но его никто никогда не забудет. Он вернулся к нам, и он вечен, как наш народ, как гора Ирцах, к которой он часто обращался, и как страна наша Апсна. Русский поэт Игорь Сид проводит параллели в творчестве и судьбе Даура Зантария и Владимира Высоцкого. Писатель считает, что у этих талантливых людей много общего. Владимир Высоцкий и Даур Зантария, они во многом похожи своей собственной историей и биографически, и силой своего творчества, в том числе, и силой своей личности. И вот тут я хочу добавить к чисто, может быть, филологическим изысканиям необходимость исследования личности Даура и его биографии с точки зрения различных разделов антропологии, потому что, дорогие друзья, это был непростой человек. Это был человек с безусловными мистериальными способностями. Мы знаем, что это такое. В разные века это называлось по-разному. Это был, говоря простым литературным языком, удивительный человек, у которого были удивительные таланты, способности, в том числе талант еще с юности, талант видеть людей насквозь, понимать людей. Это некая такая информация, которая приходит далеко не каждому к концу жизни. Даур Зантария был наделен этим с ранних лет. В видеомосте приняли участие абхазские поэты, писатели, драматурги и литературные критики. На встрече, посвященной памяти писателя, присутствовал и его сын Нар. Даур Зантария ушел из жизни в августе 2001 года в возрасте 48 лет. В этом году, 25 мая, ему исполнилось бы 70. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.